Пешеход всегда прав, пока жив. Если на дороге попалась ворона за рулем, тут уж ни зебра, ни форма не спасут. Все равно сшибет. В Воскресенске на такого разиню наткнулись полицейские. Японец остановился только когда пара в погонах оказалась на асфальте. Зевать лучше у окна в квартире, а не на проезжей части. Смартфон помогает ориентироваться в пространстве, но смотреть по сторонам никто не отменял. А уж двигаться на красный, уткнувшись в гаджет, верх самонадеянности. Молодой житель Якутска теперь об этом знает, как и наш зритель Василий. Такие кадры не забываются. Водить по-русски можно по-разному. Вот, ребят, смотрите, как в России ездят. Виктор и его спутница стали свидетелями необъяснимого поведения водителя фургона. Фургон бодро двигался против шерсти. По той стороне по встрече. Водитель, помни, не жди пощады от большегруза. В Подмосковье на свалку истории мог поехать водитель светлого паркетника, который торопился повернуть налево, а всего-то требовалось уступить мусоровозу. Получилось, как в плохом триллере. 2 кроссовера в хлам, пешехода в рассыпную, а мусоровозу хоть бы что. И не такое вывозил и выносил наш телезритель Евгений. Волгоград. Для фуровода не видеть мелочь разнокалиберную. Это классика. Наш телезритель Александр оббуделся дальнобойщику, а тот и глазом не моргнул. Во время обгона с мясом вырвал у фургона боковое зеркало. Тяжеловес быстро удалился, вильнув хвостом. Зеркало не жизнь, его можно и купить. За рулем будильник не поставишь. Раз слипаются глаза, остановись, вздремни. Но девушка в иномарке продолжила путь. Моргнула и оказалась на встречке перед фурой. Хорошо, что дальнобойщик не спал, и удар пришелся по касательной. Но седану это не поможет. Отправился в страну металлических снов.